В этом сообщении Бог приближается в критический момент, когда тень смерти угрожает поглотить нас. Очень важно, чтобы вы искали спасение. Аминь. Ангелы беспокоятся о вас, так как многие люди вокруг вас охвачены завистью, желают подорвать ваши достижения и надеются на ваше падение. Враг действует, пытаясь отвлечь вас от этого послания, потому что он не хочет, чтобы вы испытали освобождение и возвышение, которые Бог приготовил для вас. Однако вы должны оставаться стойкими до конца. Бог открыл, что для того, чтобы наслаждаться благополучной жизнью, необходимо уделять внимание всему, чем вы можете поделиться в данный момент. Сегодня вы будете благословлены, и для начала вам следует подписаться на канал и поставить лайк, что приведет к погашению всех ваших долгов. Ангелы стремятся даровать вам здоровье и мудрость, поскольку Бог повелел вам быть возвышенными. Вы можете начать процесс, оставив комментарий 115, что является первой просьбой о бесчисленных благословениях, которые будут переданы через это небесное послание. Решение уже на подходе, и Бог планирует благословить вас большой суммой денег на этой неделе, но только если вы поделитесь этим сообщением с 2 людьми. Ангелы открывают, что ваша жизнь будет наполнена прогрессом и процветанием, и когда вы примете божественные планы, Бог пошлет предупреждение о том, что кто-то, кого вы знаете с детства, планирует навредить вашим отношениям. Они предупреждают вас о том, что вот-вот произойдет что-то ужасное, пытающееся окружить вас, и вам важно внимательно прислушаться к каждому слову этого сообщения. Бог говорит, что в ближайшие 3 часа в вашей жизни произойдет великое подтверждение, и вам позвонит кто-то очень важный. В комментарии 6,46 попросите Господа простить все ваши грехи, гарантируя, что вы станете человеком большого прогресса. Дорогой ты – обещание Господа, и хотя зло пытается украсть твое счастье, ты должен верить в это слово, поскольку ничто не может на тебя повлиять. Вселенная работает в вашу пользу, заставляя все работать в гармонии в вашей жизни, и вы будете удостоены изобилия. Бог глубоко любит вас и желает показать вам настоящий путь к счастью, где не будет места боли и негативным чувствам. Ангелы предупреждают, что смерть пыталась добраться до вас прошлой ночью, поэтому очень важно, чтобы вы оставались сильными и дослушали это послание до конца. Вы можете выразить свою приверженность, написав 2,32, чтобы заявить, что болезнь никогда больше не войдет в ваш дом, поскольку там будет место только для победы, успеха и радости. Бог предупреждает, что если вы откажетесь от этого послания сейчас, вы подвергнетесь большому риску, поскольку вокруг вас есть угрозы. Анал всегда рядом с вами, готовый защитить вас от любого зла, но ваша вера должна возрасти еще больше, чтобы все прошло хорошо. Бог также открыл, что ваша победа близка, но чтобы она стала реальностью, вам нужно помочь 2 людям, и ваша неделя будет наполнена благословениями. Ангелы путешествуют издалека, чтобы защитить вас от всех негативных энергий, пытающихся остановить вас из-за злонамеренного влияния. Вы можете выразить свое стремление в комментарии 4,34 очистить себя от всех своих грехов и жизненных иллюзий, веря, что с Господом вы не будете знать неудач. Бог предупреждает, что из-за греха любовь среди людей уменьшается, и не следует слепо доверять кому-либо,
так как подстерегает враг. Вы можете с убежденностью повторять: «Господь, Ты мое прибежище», демонстрируя, что ваша величайшая безопасность находится в Нем, и вы можете без страха протянуть к Нему свои руки. Ангелы стремятся поделиться с вами захватывающим откровением о ком-то чрезвычайно важном в вашей жизни, которое скоро откроется. Дорогой, если ты желаешь достойной жизни, наполненной возможностями, ты также можешь написать 6,56 чтобы показать, что ты приближаешься к Господу и веришь, что твои проекты начнут течь гармонично. Бог посылает предупреждение о том, что необходимо установить более тесное общение с Ним, чтобы все ваши планы начали воплощаться в жизнь. Он сообщил, что до 22 сентября вы достигнете одной из своих самых важных целей, если поделитесь этим посланием. Ангелы передают важное предупреждение, и вам следует обратить на это внимание, поскольку кто-то планирует причинить вам вред из-за прошлого конфликта. Вы можете оставить комментарий 4141, чтобы подписать свою защиту. Вы в безопасности в руках Бога, который никогда не оставит вас. Бог предупреждает, что крайне негативная энергия попыталась вторгнуться в ваш дом прошлой ночью, и поэтому Он послал вам это сообщение. Ангелы предупреждают вас, что, если вы проигнорируете это сообщение, вы можете потерять свой последний шанс получить сегодня благословение. Бог пообещал полностью искоренить все болезни в вашем доме, и это обещание будет полностью выполнено, если вы решите поделиться этим посланием. Аминь. Дорогое дитя, будь уверен, что тебя никогда не оставят. Сегодня Господь сошел спасти тебя, доказав, что у тебя еще есть возможность превратиться в успешного человека. Ангелы указывают на то, что ваше будущее будет обильно процветающим, если вы решите начать сеять необходимые семена с этого самого момента, чтобы пожинать будущие достижения. Я приглашаю вас написать 4,34, чтобы умолять Господа начать высвобождать большую часть предназначенных вам благословений. Они предупреждают, что в вашей жизни может произойти что-то ужасное, и если вы попытаетесь отказаться от этого сообщения в этот момент, поскольку это действие может спровоцировать серьезные проблемы. Они советуют вам держаться подальше от конкретного человека, поскольку если он останется рядом, это может привести к еще худшим последствиям. Бог откроет нечто удивительное. Предоставленная информация показывает, что только если вы поделитесь этим посланием и проявите настойчивость до конца, вы испытаете это великолепное благословение. Вы всегда должны помнить, что там, где есть надежда, неудачи не бывает, и все зависит от вашей веры. Господь позаботится о том, чтобы это стало реальностью. Ангелы предупреждают, что сегодня вечером что-то попытается проникнуть в ваш дом и потревожить ваш сон. Если вы хотите вмешаться, пожалуйста, оставьте свой лайк. Аминь. В ближайшие 22 часа в вашу жизнь придет неожиданное благословение, сопровождаемое знаменательным событием, которое произойдет до 23 сентября. Бог выразил свою глубокую любовь к вам и указал, что кто-то из вашей семьи переживает критический момент. Вы были выбраны сегодня, чтобы вмешаться и спасти эту жизнь. Ангелы ведут битву с врагом, который стремится отвлечь вас от этого послания.
Вы должны стоять твердо до конца. Пожалуйста, прокомментируйте 6565, чтобы подтвердить, что большинство благословений начнет сбываться на вашем пути. Бог утверждает, что ближайшие недели будут мирными, и если вы попросите прощения за все свои грехи, и если вы еще этого не сделали. Ангелы верят, что, достигнув этой точки, вы продемонстрировали свою любовь к Богу, и это существенно повлияет на вашу жизнь. Услышав это послание, вы почувствуете божественную благодать. Ангелы открывают, что сегодня мир войдет в ваше сердце и наполнит ваш день благословениями. Вам просто нужно поверить. Бог послал это предупреждение для того, чтобы вы могли выстоять до конца и не допустить прихода смерти, будучи снова спасенными Господом. Прокомментируйте сейчас 5353, чтобы создать одну из последних петиций из всего, что было передано через это сообщение. Ангелам было видение, в котором все в вашей жизни начнет идти хорошо, и все ваши недостатки будут устранены руками Божьими. Скоро произойдет откровение о ком-то, кто вызывает разрушение в вашей жизни, не подозревая, что Бог пришел протянуть к вам свою руку. Враг расставил серьезную ловушку, чтобы сбить вас с толку. Таким образом, крайне важно, чтобы вы уделяли особое внимание каждой секунде этого сообщения. Бог поднимет тебя во всех падениях, которые враг пытается навязать тебе на пути. Поскольку те, кто имеет веру, непобедимы, напишите 6464, чтобы попросить изгнать зависть из вашей жизни и от всей души простить даже тех, кто замышляет зло. Аминь. Бог – причина, по которой вы все еще живы, поэтому вы должны быть благодарны каждую минуту за все хорошее, что произойдет на вашем пути. Ангелы указывают, что в следующие 12 часов вы получите звонок, который станет благословением в результате этого сообщения и принесет новую возможность. У Бога есть что-то важное, чем Он хочет поделиться с вами, и одно из этих посланий может превратить вас в успешного человека уже в этом месяце. Напишите 5656, чтобы устранить все опасности, которые могут возникнуть на вашем пути сегодня. Ваш Спаситель, Господь, пришел, чтобы возвысить вас. Ангелы предупреждают, что ваша жизнь в опасности из-за того, что люди замышляют против вас что-то очень вредное. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Бог глубоко любит вас и хочет, чтобы вы признали, что Он – ваш единственный Спаситель, заполняющий все пустоты в вашем сердце. Ангелы предсказывают, что женщина с длинными волосами попытается вызвать в вашей жизни серьезный конфликт. Крайне важно, чтобы вы были готовы. Славные дни уже на подходе, но прежде чем это произойдет, вы должны подтвердить это. Оцените защиту ангелов, поставив лайк. Напишите по номеру 3131 и попросите, чтобы никто в вашей семье не столкнулся с финансовым кризисом, так как впереди много славы. Бог искренне желает, чтобы вы стали частью этого последнего призыва, чтобы все прошло гладко. Враг терпит поражение во всех сферах вашей жизни, и теперь ничто вас не ослабит. Ангелы утверждают, что если вы попытаетесь выйти из этого послания, вы продемонстрируете хрупкую веру, и вам нужно будет верить еще больше, если вы хотите изменить свою жизнь.
У Бога есть важное послание о женщине из прошлого, желающей причинить вам вред. Ангелы предупреждают, что на этой неделе попыталась приблизиться смерть. Хотя божественное вмешательство предотвратило это, жизненно важно укреплять свою веру. Бог упоминает, что всех, кто примет это послание до того, как оно достигнет его, ждут серьезные последствия. Враг действует скрытно, пытаясь остановить вас, поэтому крайне важно поделиться этим сообщением со всеми группами. Напишите на номер 1434 и попросите, чтобы ваши пути были освящены и чтобы Бог послал исцеление нуждающимся в вашей семье. Ангелы предупреждают, что кто-то из вашего круга друзей опорочил ваше имя из зависти, и вы скоро об этом узнаете, если вы держите до конца. Бог просит вас воспользоваться этим моментом, чтобы попросить прощения за ваши грехи и найти решение всех ваших проблем. И имейте в виду, что ваша жизнь в опасности. Достижение конца этого послания необходимо для достижения окончательного освобождения и предотвращения причинения вам вреда злу. Бог откроет ваш огромный потенциал для преобразования вашей реальности и коснется вашего сердца. Ангелы стремятся поделиться с вами новостями, но очень важно, чтобы вы внимательно выслушали это сообщение, чтобы избежать каких-либо помех. Бог любит вас и хочет помочь вам жить комфортной жизнью, пока вы следуете божественным путем. Ангелы рады, что вы достигли этой точки и желают, чтобы вы продолжали. Ангелы передают вам послание великой надежды, уверяя, что ваша жизнь будет наполнена радостью. Не только вы, но и ваши близкие также будут благословлены вашим присутствием. Бог желает, чтобы вы чувствовали себя как дома, когда вы прислушиваетесь к Его посланиям, надеясь, что вы проведете полноценную жизнь. Однако Бог предупреждает о негативной энергии, которая тревожит ваши ночи постоянными тревогами. Но отныне все изменится, если вы будете следовать представленным рекомендациям. Крайне важно понимать, что прощение, даже по отношению к тем, кто обидел вас в прошлом, заполнит пустоты в вашей жизни. Ваша душа должна быть полна любви, и очень важно прислушаться к предупреждению ангелов о женщине из вашей семьи, которая плохо отзывалась о вас. Прокомментируйте с помощью 4,34, чтобы гарантировать, что на вашем столе всегда будет еда и что любая болезнь, пытающаяся приблизиться к вам, будет отброшена. Бог хочет, чтобы вы дошли до конца, чтобы заслужить спокойную жизнь, в которой все течет благоприятно. Ангелы призывают вас искренне любить ближнего и выражать при этом благодарность. Вот-вот произойдет что-то экстраординарное, и они хотят поделиться с вами важным вопросом, связанным с тем, что кто-то планирует навредить вашей жизни. Напишите 4141 сейчас, чтобы сделать одну из последних просьб и получить благословения, уготованные для вас Господом. Если вы следуете за Христом, вас просят поставить лайк и не игнорировать это сообщение. Бог хочет, чтобы вы были частью последнего призыва, чтобы у вас ничего не было недостатка и чтобы ваши слабости были преодолены. Ангелы ежедневно сражаются, чтобы защитить вас и не дать врагу сбить вас с ног. Они упоминают, что ваша мать, возможно, переживает деликатный момент, но если вы выслушаете все послания, ничего плохого не произойдет, поскольку Господь заботится о вас.
Напишите «Я верю в ваше слово», чтобы показать, что зайти так далеко не было напрасно. У Бога есть чудесная цель, ожидающая вас, и Он не хочет видеть вас потерянным и беспомощным. Он приглашает вас подчиниться Ему, уверяя, что отныне ваша жизнь будет наполнена процветанием. Ангелам было видение, в котором это послание полностью изменит вашу судьбу и спасет вас от тьмы. Аминь, подтверждаю. Бог принесет в вашу жизнь множество положительных чувств, если вы попросите прощения за все свои грехи. Кто-то следил за вашими шагами, движимый ревностью и гневом, готовя ловушку для вашей жизни. Очень важно вмешаться, и чтобы сделать это, вы должны упорствовать до конца. Бог предоставит вам новую работу, и только Он способен воплотить в жизнь ваши самые амбициозные мечты. Напишите 1212 сейчас, чтобы на вас начала сходить большая часть благословений могущественных ангелов. Бог укрепит вашу энергию, даже когда вы придете домой уставшим, но при большой настойчивости ваше время придет. Ангелы предупреждают вас, что вам следует быстро дистанцироваться от человека, которого вскоре поймают, прежде чем в вашей семье произойдет что-то худшее. Бог поможет вам выплатить все ваши долги, и до конца этого сентября вы добьетесь многих успехов. Аминь. Ангелам было видение, в котором что-то темное попытается напасть на вас. Поэтому крайне важно, чтобы вы оставили себе подобных и упорствовали до конца дня. Аминь. С сегодняшнего дня Бог будет вести ваш жизненный путь, и многие двери откроются, поскольку для вас нет ничего невозможного. Аминь. Враг ежедневно пытается причинить вам смерть, поэтому чем больше вы слушаете наши послания и цепляетесь за Бога, тем более защищенной будет ваша жизнь. Ангелы говорят это на следующих этапах этого послания. Согласно предоставленной информации, вы получите двойное благословение, и ваша семья никогда больше не будет переживать потрясения. Бог – ваше святилище, и вы можете быть уверены, что ваша жизнь будет наполнена процветанием. Если вы будете упорствовать до конца и произнесете «Аминь», комментарий 1245, чтобы среди всех прошлых трудностей дела начали идти своим чередом сейчас, когда Бог освещает ваш путь. Ангелы утверждают, что отныне в вашей жизни начнет происходить много позитивного, потому что Господь с вами. Аминь. Бог попросил вас обязательно оставить лайк сейчас, чтобы в ближайшие 23 часа произошло великое финансовое чудо. Враг не хочет вашего счастья и использует людей, чтобы попытаться вас сломить. Оставайтесь до конца, пока не стало слишком поздно. Доверьтесь Богу, Он никогда вас не разочарует. Он заботится о вас, и Его планы идеальны для вас. Сталкивайтесь с трудностями и празднуйте победы на протяжении всего этого путешествия, всегда помня, что вы не одиноки. Он направляет, защищает и благословляет вас на каждом шагу. Ваш успех – радость для Бога, и Его любовь к вам вечна. Продолжайте верить в себя, в свой потенциал и в прекрасное путешествие, которое вам предстоит с подтвержденным финансовым благословением. Вы готовы добиться больших достижений. Двигайтесь вперед с верой, смирением и благодарностью, и ваш путь будет сиять все сильнее. Мы завершаем эту молитву глубокой верой и благодарностью. О чудесный Боже, мы безмерно благодарим Тебя за все блага,
который Ты излил в нашу жизнь. Мы молимся со смирением и радостью, признавая, что каждое получаемое нами финансовое благословение – это дар, исходящий от Вас, источника всего изобилия. После этой молитвы мы приглашаем Вас поделиться ею с 5 людьми и отправить ее 5 друзьям или контактам в WhatsApp, чтобы это сообщение дошло до большего количества людей. Не разрывайте эту цепочку, ведь ее цель – поверить в себя, в свои силы и в свою способность положительно влиять на окружающий мир. Если вы сохраните свою веру, заявите, что я делюсь с Богом. Господь, мы благодарим Тебя за подтверждение нашего финансового благословения и за то, что Ты сопровождаешь нас в нашем путешествии. Ваша милость и милосердие непоколебимы, и в моменты неуверенности и триумфа мы знаем, что без Вашего руководства и любви ничего из этого было бы невозможно. В этот момент молитвы мы ищем Вашей божественной мудрости. Даруй нам необходимую ясность, чтобы мы могли понять, как мы можем использовать эти благословения для служения Тебе и для помощи нашим собратьям. Позвольте нашим сердцам открыться, чтобы признать нужды окружающих нас людей и осознать, что мы можем действовать с щедростью и состраданием. Позвольте нам найти творческие способы служить обществу и способствовать благополучию тех, кому повезло меньше, чем нам. Мы хотим, чтобы наша щедрость была осязаемым проявлением любви в действии. Даруй нам мудрость быть верными распорядителями ресурсов, которые Ты доверил нам. Мы просим Вас просветить наши умы Своей мудростью и помочь нам принимать разумные финансовые решения. Пусть наши инвестиции будут ответственными, а наши финансовые планы соответствующими Вашим целям. Помогите нам преодолеть любой страх или тревогу, связанную с деньгами, поскольку мы верим, что Ваше обеспечение постоянно и в изобилии. Мы молимся, чтобы наши финансовые благословения не ограничивались нашими собственными потребностями, позволяя нам быть инструментами Вашего мира и любви, делясь нашими ресурсами с теми, кто в них больше всего нуждается. Мы ищем творческие пути служения обществу и содействия благополучию тех, кому повезло меньше, и пусть наша щедрость станет ощутимым отражением любви в действии. Мы также просим Тебя, Господь, о Твоей защите и руководстве на протяжении всего нашего финансового пути. Мы понимаем, что нам придется столкнуться с проблемами и препятствиями, но мы уверены в Вашей способности укрепить нас и направить нас. Помогите нам справиться с каждым испытанием с верой и решимостью. Пусть наши сердца всегда будут полны благодарности за благословения, которые мы уже получили, и за те благословения, которые нам еще предстоит получить. Мы стремимся стать образцом благодарности во всех аспектах нашей жизни, отражая Вашу доброжелательность и щедрость. Мы молимся, чтобы наша жизнь определялась смирением и служением. Мы помним, что все благословения, которые мы получаем, исходят от Вас и что мы всего лишь временные распорядители этих ресурсов. Снарядите нас, чтобы мы могли использовать эти благословения для достижения Ваших целей на земле. Во имя Твое. Аминь. Мы возносим наши молитвы с уверенностью, твердо веря, что Ваша божественная воля будет исполнена в нашей жизни. Мы просим Тебя, Господь, благословить нас, когда мы идем по нашему пути, руководствуясь верой, надеждой и любовью. Пусть Твой свет сияет сквозь нас, освещая путь всем тем, с кем мы пересекаемся.
Во имя Иисуса. Аминь. Вот безграничная божественная любовь находится в движении, готовая вмешаться в вашу пользу. Каждое препятствие вот-вот превратится в шанс, каждая слеза – в усмешку. Ваше финансовое положение, ваше благополучие, ваши связи – все может сиять ярче, чем когда-либо, если вы поверите в это могущественное божество. С уверенностью заявите: «Божественная – моя сила». Не позволяй своему взору наполниться слезами и не позволяй своему сердцу охватываться глубокой скорбью ни на мгновение. Помните, что всемогущий Создатель всего рядом с вами. Он знает каждый пульс твоего сердца и никогда не бросал тебя на произвол судьбы. Его привязанность к вам обширна, как небо, и глубока, как море. С верой подтвердите: «Божественное – мое святилище». Независимо от испытаний, с которыми вы столкнетесь, поймите, что Божественное рядом с вами, готовое изменить ваше повествование. Ваше финансовое положение, ваше здоровье, ваши отношения – все будет сиять еще ярче, чем когда-либо прежде, если вы в это поверите. Провозгласите в комментариях: «Божественное – мое святилище». Прежде чем вы сделали свой первый шаг на этой планете, вас увидело Божественное. Каждое достижение, каждое испытание, через которое вы прошли, привели вас к этому моменту, к новому этапу в вашей жизни, наполненному процветанием, благословениями и триумфами. Если вы воспринимаете это как свой момент, скажите: «Я верю». Успех, который когда-то казался далеким, теперь стал достижим. Процветание в своей наиболее полной форме произведет революцию в вашем существовании. Любовь божественная наполнит вас не только осязаемыми богатствами, принеся спокойствие, исцеление и омоложение. Если вы верите в эту трансформацию, убежденно подтвердите: «Победа принадлежит мне». В течение этого года вы станете свидетелем благословений, которые превзойдут ваши самые смелые мечты. Новости, которые наполнят ваше сердце радостью и чудесами, которые станут живым доказательством огромной любви и силы Божественного. Доверяйте и провозглашайте: «Божественное – мой кормилец». Там, где когда-то была пустыня, пробьются источники живительной воды. Там, где сердце носят шрамы страданий, материализуется божественное исцеление. Среди одинокой ночи вы почувствуете успокаивающее тепло безусловной привязанности. В ближайшие 3 месяца вы станете свидетелем исполнения божественных обещаний в своей жизни. Финансовое возрождение уже не за горами, период изобилия, как никто другой. Даже когда кажется, что ничего не происходит, Божественное тихо работает в вашу пользу, уничтожая барьеры и прокладывая новые маршруты. Если это резонирует с вами, прокомментируйте: «Божественное предлагает мне самое лучшее». Поделитесь этим посланием с теми, кто нуждается в его прослушивании, и давайте вместе распространим послание божественной любви. Знайте, что Божественное готово защитить вас, окутать своей добротой и освободить от всякого зла. Если эта истина находит отклик в вашем сердце, прокомментируйте: «Я верю в божественное избавление». Независимо от того, с какими бурями вам придется столкнуться, помните, что убежище в Божественном всегда доступно. Он знает вас близко и сопровождает на каждом этапе пути.
Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это шанс для Божественного направить, защитить и благословить вас. Аминь. Это последующее сообщение взволнует ваше сердце. Примите и поверьте этим словам, ибо они приносят утешение и надежду. Мой друг, ты никогда не одинок. Божественное наблюдает за вами, зная каждую деталь вашего существования и горести, которые вы несете. Он шепчет вашему сердцу, заверяя вас, что Он заботится обо всем. Найдите минутку, чтобы обдумать свое путешествие. Вспомните, с чего вы начали и как далеко вы продвинулись. Вспомните времена, когда жизнь казалась бесконечным лабиринтом, из которого нет выхода, но вы были спасены. Вы могли бы подумать, что вам не следует быть здесь сегодня, но у Божества были другие идеи. Он посмотрел на тебя и заявил: «Это особенное место, которого я коснусь, я благословлю». Вытрите эти слезы, ибо Божественное, защитник вашей жизни, никогда не дремлет и не отдыхает. Поднимитесь, ведь вас ждет мир снаружи, полный людей, которые дорожат вами и верят в вас. И если вы питаете сомнения, помните, что у Божественного есть для вас послание. Ваша нынешняя борьба приходящая. Буря утихнет, и солнце осветит вашу жизнь. Вы не случайно наткнулись на это видео. Вы здесь, потому что чувствуете в своей душе глубокую тоску, желание чего-то большего, чего-то, что могло бы заполнить пустоту и облегчить бремя, которое давит на ваши плечи. Вы ищете что-то божественное. Наконец, мы напоминаем вам, что хотя ваше финансовое благословение – это драгоценный дар, ваше истинное богатство заключается в вашем духовном путешествии и в отношениях, которые вы налаживаете с другими. Жизнь становится значимой, когда вы уравновешиваете все важные области, сохраняя сбалансированную перспективу в духовных, эмоциональных и финансовых аспектах. Вы не должны упускать из виду то, что действительно важно в жизни: любовь, сострадание, смирение и служение другим. Помните, что мы всегда рядом с вами, слушаем ваши молитвы, направляем ваши шаги и окутываем вас нашей вечной любовью. Получив подтверждение этого финансового благословения, можете ли вы двигаться вперед с уверенностью и целеустремленностью? Аминь. Вы готовы блистать и процветать на своем пути. Продолжайте двигаться вперед с уверенностью, смирением и благодарностью, помня, что мы всегда рядом с вами. Мы призываем вас развивать мышление роста, поскольку мир полон возможностей и проблем. Ваше желание учиться и развиваться необходимо, чтобы максимально эффективно использовать этот дар. Исследуйте новые горизонты и приобретайте новые навыки, поскольку образование и знания – ваши мощные помощники в стремлении к успеху и самореализации. Помните, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность для обучения и силы. Настойчивость является ключом к достижению ваших финансовых целей. Часто величайшие триумфы приходят после преодоления трудных времен. Продолжайте двигаться вперед, даже когда сталкиваетесь с препятствиями, которые могут показаться непреодолимыми. Будьте терпеливы, поскольку для полной реализации, подтверждения финансового благословения может потребоваться время. Сохраняйте веру, сосредоточенность и усердно работайте, зная, что время на вашей стороне.
Не пренебрегайте своим физическим, эмоциональным и духовным благополучием во время этого путешествия. Забота о себе необходима для поддержания сбалансированной и счастливой жизни. Посвятите время отдыху, медитации и восстановлению сил. Помните, что вы священный храм и заслуживаете заботы и внимания. Диверсификация – это разумная стратегия, поскольку ваше финансовое благосостояние растет. Избегайте соблазна сосредоточить все свои ресурсы в одном месте. Диверсификация ваших инвестиций и ресурсов поможет вам снизить риски и защитить свое богатство в долгосрочной перспективе. Благодаря дисциплине и сосредоточенности вы будете лучше подготовлены к достижению своих финансовых целей и воспользуетесь возможностями, которые может предложить мир. Чтобы заложить прочный фундамент для будущего, всегда поддерживайте духовную связь. Ваше финансовое путешествие – это лишь часть вашего более широкого духовного путешествия. Продолжайте общаться посредством молитвы, медитации и размышлений, находя руководство в нашей божественной связи. Помните, что вы – инструмент божественных благословений в этом мире. Используйте это благословение, чтобы оказать положительное и продолжительное влияние на жизнь других. Щедрость и сострадание – это путь к сердцу, полному любви. Принимая финансовые решения, ищите мудрости, уважайте божественное руководство и принимайте мудрые и ответственные решения в отношении своих финансов. Честность – это основа божественного доверия. Твердо стойте в своих принципах, даже когда велик соблазн поступить иначе. Честность и прозрачность являются глубоко ценимыми добродетелями. В нашей последней молитве «Дорогой, Небесный Отец» мы смиренно приносим свои прошения. Мы признаем ваш суверенитет и вашу бесконечную милость. Мы просим вас осветить наш путь. Любое заверение, данное нам Божественным, никогда не окажется напрасным. Доверьтесь Божественному, полагайтесь на Его заверения, а не на свои собственные возможности, потому что нет ничего, что было бы за пределами Его досягаемости. Помните, на вас есть божественная гарантия. Доверьтесь Ему, чтобы осуществить это. Добродетельные никогда не были оставлены. Продолжайте молиться и продвигаться вперед. Господь будет вечно охранять тебя, ныне и во веки веков. Смиритесь, молитесь, ищите божественного лика, оставьте зло, и ваша земля познает исцеление. Будьте готовы к подходящему моменту, когда Божественное осыпет вас высшими благословениями. Дитя мое, не позволяй негативу поглотить тебя. Верьте в план Божества. Ваш триумф может произойти не так, как вы себе представляли, но он превзойдет ваши ожидания, если вы в него поверите. Избавьтесь от стресса, и благословения придут. Сделайте приоритетом Божественное и станьте свидетелем трансформации в своей жизни. Доверьтесь этому процессу, и Божественное в нужный момент введет в вашу жизнь подходящего человека. Превратите свои беспокойства в молитвы, ибо молитвы обладают силой. Божественное с вами вне времени, начала и конца. Ведите жизнь веры, и Бог оценит вашу преданность. Все должно совершаться с любовью. Радуйтесь божественной мощи и защите.
Преодолевайте трудности Его силой и сохраняйте оптимизм благодаря работе Святого Духа внутри вас. Помните, что Божественное находится с вами во времена страданий, и Он – путь, истина и путь к Отцу. Празднуйте с теми, кто радуется, и сопереживайте тем, кто скорбит. Наполните друг друга любовью, понимая, что вы удивительно уникальны и что творение Божества необыкновенны. Божественное восстанавливает все фрагментированные части вашей жизни. Он хочет, чтобы вы поняли, что Он любит вас и всегда рядом с вами. Божественное хочет, чтобы вы верили в Его обещания и отпустили страх. Он работает над тем, чтобы радикально изменить вашу жизнь и наполнить ваше сердце радостью. Доверьтесь Его плану и верьте, что все проявит себя к лучшему. Божественное любит вас и желает щедро благословить вас. Послание Божественного для вас сегодня – это настоящее благословение. Какой это был удивительный день благодаря Его благословениям. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Пожалуйста, выразите «Аминь» в комментариях, чтобы продемонстрировать свою привязанность. Не забудьте распространить это воодушевляющее сообщение, чтобы осветить чей-то день, и нажать кнопку подписки, чтобы оставаться на связи с верой в то, что Божественное всегда рядом с вами. Пусть Божественное наполнит вашу жизнь благословениями сегодня, завтра и в любое время, когда вы обретете покой в присутствии Иисуса. Готовясь к новому дню, давайте объединимся в молитве. Мы признаем Тебя нашей опорой и нашей силой, тем, кто приносит нам спокойствие и утешение. Мы настроены на Твое нежное руководство и знаки, которые Ты посылаешь нам, зная, что Ты всегда рядом с нами. Мы смиренно просим мудрости, чтобы понять Ваши планы и следовать Вашему примеру во всех ситуациях. Когда жизнь становится трудной, позвольте нам найти утешение в Твоем любящем присутствии. Укрепи нас, чтобы мы могли противостоять жизненным трудностям, зная, что мы можем доверять Твоей направляющей руке. Мы возлагаем наши заботы к Вашим ногам, уверенные, что Вы дадите нам силы двигаться вперед. Мы знаем, что Ты сильнее любого препятствия, с которым мы сталкиваемся, и Твоя любовь – наш якорь в этом мире. Помоги нам увидеть красоту Твоего творения, отражение Твоей любви к нам. Покажи нам, как сбалансировать все аспекты нашей жизни, руководствуясь любовью и состраданием, которым Ты нас обучаешь. Мы видим силу наших молитв и благодарим Тебя за невероятные преобразования, которые они приносят. Продолжайте слушать наше сердце, когда мы с непоколебимой верой изливаем их Вам. Мы знаем, что Ты всегда рядом с нами, направляя нас в нашем путешествии. Дай нам уверенность двигаться вперед, становясь свидетелями чудес, которых мы можем достичь, следуя Твоим учениям. Давайте излучать любовь и доброту окружающим, зная, что каждый сталкивается со своими битвами. Помогите нашему внутреннему свету ярко сиять, распространяя любовь, как лесной пожар, и отражая Ваше присутствие. Направь нас питать наши души молитвой и медитацией, находя покой и обновление в Твоем присутствии. Наша жизнь в Твоих надежных руках, и мы доверяем Тебе сделать все для нашего блага. Дай нам смелость и силу противостоять жизненным трудностям, зная, что у Тебя есть цель для каждого из нас. Во имя Иисуса мы просим об этом. Давайте начнем с признания этих божественных благословений
с выражения нашей веры в Твою непогрешимую волю и с признания Твоего вечного присутствия, Твоего непоколебимого руководства и Твоей безусловной любви к нам. Аминь. Сегодняшний день обещает вам большие успехи. Сегодняшний день принесет с собой еще один шанс, еще один рассвет и еще один повод для радости. Помните, сегодня ваш день. Сегодня успех – ваш спутник. Там, где есть вера, процветает любовь. Там, где процветает любовь, царит мир. Там, где царит мир, присутствует Бог, ваш Небесный Отец. И с любовью Отца Твоего Небесного у тебя нет недостатка ни в чем. Если вы споткнетесь, не волнуйтесь. Это просто временно. Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет, но лучшие приходят к тем, кто стремится. Носите с собой улыбку везде, куда бы вы ни пошли. Улыбка – единственная зараза, которая не вредит душе. Всегда улыбайтесь, несмотря на боль, несмотря на падение. Любите сильно, потому что любовь – единственная сила, способная разрушить стены и воздвигнуть их еще выше. Любовь – единственная сила, способная открыть двери надежде. Если что-то постоянно занимает ваши мысли, стремитесь достичь этого. Однако всегда помните, что неудача – это не падение, а отказ подняться. Если потребуется, пролейте слезы, ведь когда-нибудь вы оглянетесь назад и посмеетесь над проблемами сегодняшнего дня. Иногда вам придется пережить худшее, чтобы испытать лучшее. Но помните, каждый новый день дарит новую возможность обрести счастье. Это называется сегодня. Это называется сейчас. Никто не может лишить вас надежды на лучшее будущее. Боритесь за свои мечты, стремитесь к своим идеалам. То, что кажется далеким, является таковым только в том случае, если вы воздерживаетесь от его преследования. Не позволяйте своим мечтам погибнуть. Вместо этого устраните препятствия, которые мешают их осуществлению. Не делайте паузу на полпути. Я умоляю тебя, дитя мое, принять жизнь и не обращать внимания на возраст. Успех в жизни – это не всегда победа, а умение никогда не признавать поражение. Имейте в виду, даже те, кто хромает, все равно движутся вперед. Каждый вздох – это чудо, каждая жизнь – это сокровище, а каждая прошедшая минута – это возможность. Осознайте ценность моментов, прежде чем они станут воспоминаниями. Следуйте своим желаниям, прежде чем они станут сожалениями. Старение – это не когда ваша кожа покрывается морщинами, а когда появляются ваши мечты и надежды. Если когда-нибудь вы почувствуете необходимость оглянуться назад, сделайте это только для того, чтобы увидеть, как далеко вы продвинулись. Независимо от того, мрачный ли день внутри вас или вокруг вас, не ждите, пока кто-то другой включит свет, который другие выключили. Зажгите свой собственный свет. Никогда не забывайте, что вы – самый значимый проект в вашей жизни. Некоторые надеются и желают, чтобы вы процветали, в то время как другие питают зависть и злобу и желают, чтобы вы пошатнулись. Несмотря на это, не питайте враждебности. Уважайте тех, кто вам завидует, потому что они считают, что вы выше. Используйте свою улыбку, мощное оружие, против тех, кто
кто желает увидеть ваши слезы. Ваша жизнь будет прогрессировать, если вы дистанцируетесь от тех, кто мешает вашему продвижению. Никогда не переставай улыбаться, ведь есть те, кто страдает, видя тебя радостным. Эти люди прибегнут к любым средствам, чтобы стереть вашу улыбку. Они будут использовать тактику, чтобы деморализовать вас. Когда вам скажут, что вы не можете, просто ответьте: «Я с Богом, моим Отцом, и Он наполняет меня силой». Если я добьюсь успеха, я буду радоваться, но если я потерплю неудачу, я научусь. Поэтому, дитя мое, действуй с верой, действуй частями. Невозможно успеть всего сразу, но не останавливайтесь, не сдавайтесь. Боритесь за себя, боритесь за то, кто вы есть. Не соглашайтесь на меньшее, если вы заслуживаете значительно большего. Энтузиазм и оптимизм являются столпами жизни, а уныние и разочарование – ее пробелами. Мы просим вашего совета, чтобы понять и интерпретировать полученные нами сообщения. Пусть ваша воля направляет нас в наших действиях, и пусть ваши благословения изольются на каждого читателя, который столкнулся с этими сообщениями. Мы полагаемся на ваши обещания мира, процветания, любви и здоровья. Те, кто действует из зависти или вредных намерений, мы молимся, чтобы они нашли искупление и преобразование в Тебе, Господь. Мы подтверждаем наше доверие к Вам и просим Вас продолжать сопровождать нас в нашем путешествии, защищая от всех угроз и невзгод. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам в сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла. Ибо Твое есть царство, сила и слава навеки. Аминь. Пусть эта молитва объединит нас в вере и надежде, и пусть мы найдем утешение и руководство в нашем путешествии. Аминь. Я выражаю свое доверие моему Верховному Богу и свою безмерную любовь к Нему. Не отвергайте мое исправление, слушайте мои сообщения и уделите мне все свое внимание. Пусть гордость не наполняет ваше сердце. Я желаю, чтобы вы были скромными и простыми, как я. Пришло время вам подняться и оставить ошибки прошлого позади, никогда не теряя веры. Перестаньте смотреть вниз, поднимите лицо и наслаждайтесь грядущими хорошими событиями. Я, ваш Небесный Отец, избрал вас, чтобы получить мое наследие. Вы получите необходимую силу, чтобы сосредоточиться на моем слове и совершать действия, способствующие вашему росту, используя свою энергию, чтобы приносить радость тем, кого вы любите. Есть много людей, которые прошли с вами через все трудности. Есть также те, кто испытывает большую нужду, и вы можете им помочь. Я могу использовать вас, чтобы стать благословением для всего вашего города, чтобы другие видели в вас пример праведности и честности. У вас огромное сердце, и к концу этой недели вас ждут великие события. Спасибо, что прислушались к этому сообщению. Теперь вы получили знак на видеоэкране. Позвольте своей интуиции выбрать, какое божественное послание вы получите следующим. Спасибо, что зашли так далеко. Теперь у нас есть особый запрос.
Пожалуйста, поделитесь этим видео со своими друзьями, семьей и как минимум с 3 группами WhatsApp, чтобы слово «Господа» могло легче достичь тех, кто в нем нуждается. Да благословит тебя Бог!